это как раз вот, я надеюсь, что таки в Украине немножко чувство самосохранения осталось, потому что если вот все так, как говорит Александр, я бы хотел напомнить, вдруг наши какие-нибудь большие бизнесмены, олигархи смотрят, хотел бы им просто напомнить один факт, что когда приходит русский сапог, он отжимает все. И пример Крыма и Донбасса, он очень показательный, потому что и даже фамилии, которые здесь назывались уже, у них же были активы и в Крыму, и в оккупированных частях Донецких и Луганских областей. Где это все? Ну, вот, оно все распилено или отобрано. Да, но... И исходя из этого, я все-таки... Это, кстати, это уникальная ситуация сейчас, потому что страна Украина нужна не только гражданам этой страны, а в том числе кто-то политической элите. Потому как, опять же, смотрим на пример оккупированных территорий. Если, ну, не знаю, говорят об этом или не говорят, но, например, доступ бывшей элите партии регионов в Донецк им запрещено. Им просто их туда не, ну, я не знаю, кто как, может, не убьют сразу, но их туда не пускают. И самое главное, им запрещено вести любую какую-то публичную деятельность, которая может быть похожа на политическую. Понятно, Ром. Я просто вот, но Саша как раз начал с того, что вот те вещи, которые для тебя очевидны, да, для многих олигархов даже могут быть неочевидными, типа бабло несут и ладно. Мы да? же озвучили это, тем более, если у них это не бизнес, значит, они люди не бедные. Поэтому но это не освобождает от памяти аквариумной рыбки. Поэтому должна быть, ну, не знаю, я все-таки в чувство самосохранения верю.